Смотри, сколько... Пошли. Нет, не хочу я сидеть. Пошли. Туда направо. Там Потом восточной части озера высадили ясень. Вот специально придали им такую наклонную форму. Чтобы, я уже объясняла, чтобы дерево выросло имея форму, к нему привязывали мешки с песком. И вот ствол этого ясеня, он раньше всегда четко полностью отражался в воде. Было такое впечатление, как будто бы на дне озера лежит ствол неживого дерева. И для выражения печали, вот в этом озере всегда жили только черные лебеди. Лет 30 назад здесь еще жил черный лебедь, Серафима, девочка была, но, к сожалению, умерла от старости. Сейчас один белый лебедь-шипун в одном озере, а второй во втором. Чтобы вы мне не задавали вопроса, почему они не вместе, они мальчики, дерутся между собой. У каждого из них своя территория. И вот озеро выражает печаль. Так оно ведь и было рассчитано на ночное освещение. Вот перед нами ива молоденькая. А здесь тогда росло другое дерево. Их высадили таким образом, что оставался незакрытым только маленький кусочек неба. И когда ночью на небе всходила луна, то именно вот в этом озере всегда находилась серебристая лунная дорожка. Поэтому это озеро часто называют лунным. Ну а в советский период здесь плавали огромные осетры. По-видимому, съели. Проходим дальше. Let the water underneath there and cover the bottom with the dark dye base placed and Темная, как зеркало, вода, отражает все вокруг. Камень диабаза делит озеро на два предсердия. По форме напоминает озеро Сердечко. Когда-то Михаил Семенович подарил это озеро своей дорогой супруге Елизавете Савельевне в память о своей вечной дочери. Поэтому 100% исполняются любовные. 90 все остальные желания. Целых 90. Правой рукой, через левое плечо, спиной к озеру. Одно желание, главное что? В озеро не свалиться, вода холодная, родниковая. Любую. камень большой, замахните дальше. Все на камень. Ничего не получится. Итак, это самое маленькое озеро. Конечно, самое такое вот замечательное. Озеро Желания.
бабушка верила, сидя на камне вот так, что выплывет из омута братец Иванушка. Роу обожал Аллу. Здесь снимали сказки «Королевство кривых зеркал», «Три толстяка». Чуть выше снимали в горах и Буратинка, и Варвара краса, длинная коса, огонь, вода, медные трубы и так далее. А в Алупке в самом дворце, конечно, исторические фильмы «Айвенго», «Овод», «Гамлет», «Королевство кривых зеркал» здесь, а вот в Алупке замечательный фильм «Небесные ласточки», музыкальная вот такая красивая сказка, да, уже более, так скажем, современная. А мы с вами с Леоновым вообще прекрасный фильм продолжаем путешествие. Ну, Маленькую.